Академия наук Республики Саха-Якутия была учреждена в целях интеграции научного потенциала республики, проведения фундаментальных прикладных исследований в первую очередь и осуществления региональной политики в области естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных и гуманитарных наук. Усиление роли науки в поступательном развитии нашего региона. Деятельность Академии наук, она направлена на научное обеспечение социально-экономического развития региона, экспертизы научно-технических программ и проектов, ну и, конечно, популяризации науки, научных знаний и достижений ученых республики, работу с научной молодежью и образовательными учреждениями в нашей республике. На 1 января текущего года в составе Академии наук 42 действительных, 7 почетных и 9 иностранных членов Академии наук. В числе действительных членов Академии 1 академик Российской Академии наук и 7 членов-корреспондентов РАН. В 4 научных и 4 научно-организационных подразделениях Академии работают 65 человек, в том числе 35 научных сотрудников, включая 10 докторов и 11 кандидатов наук. Повышение качества образования, она, конечно же, очень плотно связана с научными исследованиями, которые проводятся и проводились в различных наших академических институтах, которые находятся в нашей республике, ну и, конечно же, в высших учебных заведениях, и в том числе и в Академии наук тоже. В истории развития нашей республики подобный опыт уже имеется. Так, в 1997 году указом первого президента Республики Саха-Якутия была создана сеть президентских школ. Предполагаем, что в ближайшем будущем вот эти школы республики должны возродить интеллектуальное главенство в системе образования, качество научных исследований, последующих в студенческие года, ну и, возможно, постстуденческие года, они очень сильно зависят от качества образования в средней образовательной школе. В частности, от участия того или иного школьника в тех или иных олимпиадах, тех или иных конкурсах, таких как «Шаг в будущее». Мы все знаем, что Нобелевскую премию по математике не вручают, но раз в 4 года у нас происходят конгрессы математические, международные. И в этом году такой конгресс онлайн-режиме прошел в городе Санкт-Петербург. И там были вручены также 4 премии, их называют по математике филдсовскими лауреатами. Это Вязовская Марина получила, Джеймс Мейнард, это британец, Джун Ха из Кореи и француз Уго Дюминик. Хотел бы сказать, что все они достаточно молодые, до 40 лет. То, что они в школьные года, естественно, занимались и хорошо выступали на таких соревнованиях, таких как математические олимпиады, конкурсы. В 2018 году, соответственно, там такими блестящими были олимпиадники в школьные года Питер Шольц, Акшан Венкатеш. А в 2014 году такими были Артур Акфила и Мариам Минзахари. Поэтому я хотел бы сказать, что, вообще говоря, школьное образование очень сильно влияет в будущем на его, если он пошел именно по научной стезе, на его научную деятельность. Необходимо отметить работу с научно-образовательными учреждениями республики и значительную роль действительных членов Академии наук в развитии образования и повышении научной составляющей в рамках взаимодействия, в том числе и с Малой Академией наук республики.
2006 года с переходом на муниципальный уровень лицеев и гимназий произошел постепенный, на мой взгляд, спад качества образования. По итогам единых государственных экзаменов только 14, ну это итоги по 2019 и 2020 годам, из 47 лицеев и гимназий входит в топ-30 школ. Из более чем 650 соответствующих школ нашей страны. Среднестатистические показатели баллов единого госэкзамена учащихся республики по-прежнему уступают по всем предметам общероссийские. В частности, тут цифры у меня есть. По математике профильному 48,4 балла, это по республике, против 56,5 баллов по Российской Федерации. Из основных причин это является проблемы, связанные с разразненностью фактических целей и задач между государственными и муниципальными органами власти в управлении образовательными организациями. А также сама Республика Саха-Якутия, которая является регионом в Российской Федерации с очень малым населением муниципальных образований. С другой стороны, вообще говоря, если рассмотреть предмет математика, то в 2016 году в Санкт-Петербурге призером стал Тарабукин Иван, будучи десятиклассником, который учился в республиканском лицее-интернате с углубленным изучением отдельных предметов. А в 2018 году в Екатеринбурге призером стал Андреев Максим, выпускник СУМС, университетский лицей СВФУ имени Амосова. Хотел бы обратиться в первую очередь к школьникам, преподавательской общественности и сказать, что действительно как повысить качество образования. Опыт наш и наших друзей, которых мы видели, работали вместе, и вместе начинали заниматься научной деятельностью, показывает, что надо, конечно, очень сильно обращать внимание на уровни решения тех или иных задач, в первую очередь, начиная со средней школы, это 5, 6, 7, 8 и так далее, классы, студенчество. Конечно, это не наука решения задач, но самостоятельные подходы, именно методы изучения этих типов задач, конечно, приводит к определенным обязательным результатам. По подготовке, и работе со школьниками, студентами, со своими преподавателями я хотел бы сказать, что тут все, конечно, в руках у этого учителя. Но учитель ограничен именно по подготовке своих подопечных, именно с ограничениями, которые пришли именно от Министерства просвещения, в первую очередь, а именно это связываю с подготовкой по тем или иным предметам к сдаче единых государственных экзаменов. Тут, конечно, мы, работая в университете, видим подготовку тех или иных школьников. Они очень ограничены по областям, по именно тематикам единых государственных экзаменов. Если та или иная проблема, тема выходит за рамки единых госэкзаменов, то студент не понимает, который пришел в школе, сдав соответствующие экзамены достаточно успешно. Поэтому в этом проблема, и это, я так думаю,
в центральных регионах достаточно хорошо поняли, и там развита кружковая работа с младшими школьниками среднего возраста, 7, 8, 9, ну и старшего. Поэтому вот такие кружковые работы по подготовке и решению тех или иных задач, ну, как правило, олимпиадники, ну и победители разных соревнований по различным конкурсам, таким как «Шаг в будущее», выходят, наверное, из таких кружковых сообществ. Что я хотел бы сказать тут, что вообще говоря, наша республика по этому направлению, она еще в 90-х годах начала хорошую работу с учителями, со школьниками, но в рамках вот этих президентских школ в нашей республике. Ну и создание вот Малой академии наук, раньше она называлась физико-математическим Ленским краем, ну а сейчас Малая академия наук, ну а прототипом этой Малой академии наук у нас в Российской Федерации является Сириус, центр Сириус. Работа в этих центрах, она, конечно, опирается на большие города, такие как Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Киров, Краснодар и так далее и тому прочее. А как происходит вот эта работа, мы тоже знаем. Она происходит достаточно вот таким демократично. Ну и преподаватель, допустим, это преподаватель высшего учебного заведения или достаточно такой известный человек в соответствующей олимпиадной сфере, он приходит со своими помощниками. Как правило, это помощники студенты, аспиранты, ну, возможно, даже молодые ученые, молодежь. И они в общей сложности сдают соответствующие тематики по развитию уровня. По их развитию даются соответствующие задания. И происходит прием этих заданий вот этими студентами, аспирантами, молодыми учеными. И происходит разговор между школьником, маленьким школьником и взрослым таким уже крепким преподавателем, молодым. Ну и этот разговор может длиться достаточно долго. По одной теме, по одной задаче, по второй тематике, по второму вопросу, ну и так далее. И происходит, в процессе вот такого разговора происходит развитие речи, во-первых, школьника, ну и его аналитический подход к решению той или иной проблемы. Это правильно. Вот проблема заключается именно в таких центрах. Где они создаются? Ну, как правило, в детских таких центрах, раньше они назывались дворцами пионеров, дворцы детства, там можно создавать такие кружковую работу, подготовка школьников, если будет проводиться именно вот таким образом, то к выпуску вот такие школьники, собранные по их знаниям со всех школ, например, города Якутска, они могли бы в большом количестве фактически суметь сдать те или иные экзамены по единому государственному экзамену на 100 баллов. В Академии наук мы тоже работаем по этому направлению. У нас работает семинар, большой межгородской семинар, который объединяет фактически все большие города нашей страны. Ну и туда также подключаются и иностранные города. Этот семинар у нас работает уже 3-й год, и где мы обсуждаем актуальные проблемы научных исследований по конкретным направлениям. Есть определенная работа с молодыми учеными. Семинар, действующий семинар, где, конечно же, мы
пытаемся привлечь наших молодых исследователей, которых достаточно много в нашем университете, в первую очередь к решению тех или иных задач, последующим написанием своих научных публикаций. У нас в Академии есть журнал «Природные ресурсы Арктики и Субарктики», который является рейтинговым. Есть научно-популярный журнал «Наука и техника в Якутии», который также входит в базу данных. Работаем по изданию Скопусовского журнала «Математические заметки СВФУ», в котором также стараемся публиковать те или иные результаты по итогам этих семинаров, ну и с молодыми учеными, ну и большому семинару, который проводим ежемесячно, еженедельно, ну и информацию мы публикуем на сайте Академии наук. Хотелось бы еще добавить, что также проводятся различные конференции, семинары, они, ну, как минимум, всероссийские, международные. Хотел бы пожелать нашим молодым исследователям, исследования, они начинаются, конечно же, со школьной скамьи, в студенчестве. Хотел бы пожелать всем школьникам, чтобы они активно занимались олимпиадной деятельностью, активно участвовали на мероприятиях по «Шаг в будущее», чтобы потом реализовать себя в научном сообществе, которое у нас, к счастью, последние годы имеет тенденцию на увеличение.